Таймасха Гихинская, знаменитая чеченская женщина, командир чеченского отряда мюридов. В течение 10 лет, наравне с мужчинами, сражалась против царских войск. Таймасха была из селения Гехи. Она прославилась не только в Чечне, но и по всей России. Ее известность сразу стала популярной, так как она сражалась за свободу. В военном деле она была ловка, и ее воины храбро сражались. Именно воины избрали ее предводителем отряда, убедившись в ее бесстрашии. Вместе с ними Таймасха понесла победы и потери. Царские войска не раз пытались разгромить отряд Таймасхи, но все было напрасно. Только через 10 лет им удалось взять ее в плен. Генерал-лейтенант Голофеев был назначен командующим войсками Кавказской линии. В одном из писем Голофеева говорится о том, что 15 апреля 1842 года в Ингушетии, близ Большой Яндырки, чеченцы приняли бой с царским военным отрядом во главе с подполковником Сулимовским. Чеченскими отрядами руководил Ахверды Магома, в последующем стал знаменитым наибом имама Шамиля. Легендарная Таймасха находилась в его войске со своим отрядом. Отряд Сулимовского при помощи регулярной милиции в том бою одержал победу. 23 чеченца были захвачены в плен, среди них была и Таймасха. Она попала в плен израненная и в бессознательном состоянии. Известно, что в том бою Таймасха была тяжело ранена в рукопашной схватке ударом вражеской сабли в голову, кроме этого она была ранена 2 пулями. Ноги несколько раз были проколоты штыками. В том последнем бою Таймасха Гихинская, почти в бессознательном состоянии, стояла перед врагом, готовая сразиться в смертельном поединке. Солдаты боялись к ней подойти и просто стояли онемев перед обессилевшей девушкой. Истощенная от потери крови Таймасха упала без сознания на окровавленную землю, и только убедившись в ее беспомощности, противники посмели подойти к ней и забрать ее в плен. Пленных отправили во Владикавказ. Рассказывают, что военный журнал, повествующий о каждом сражении на Кавказе, попал в руки Николая I. В нем император нашел рассказ о пленении Таймасхи. Это имя было ему знакомо. Император приказал привести к нему Таймасху в национальном костюме, в котором она воевала. О ней всегда в документах писали «хищница». И только из уст царя прозвучали слова «она воевала». Девушку привезли из Владикавказа в Ставрополь, где к ней приставили казачьего урядника Федора Григорьева. Он должен был сопровождать бунтарку в Петербург. Григорьеву поручили охранять ее, строго следя, чтобы не сбежала. По прибытии в Петербург, государь и его жена хорошо встретили Таймасху. Императрица подарила ей золотую цепь, осыпанную жемчугом. Из казны выделили 100 рублей. Существует легенда о том, что когда император спросил ее: «Если я тебя отпущу на свободу, то прекратишь войну?» Таймасха, глядя прямо в его глаза, ответила: «Войну ведешь ты. Ты ее и начал. Если прекратишь войну, то и я прекращу сопротивление». Рассказывают, что Николай был ошеломлен умом и красотой девушки, полководца. В октябре Таймасху привезли в Ставрополь. Генерал-майор Траскин пишет 4 октября 1842 года начальнику левого фланга генерал-майору Фрейтагу: «Отправленная по желанию императора в Петербург, воевавшая более 10 лет против наших войск чеченская женщина Таймасха Малава припровождена в Ставрополь корнетом князем Дула-Алхазовым». В присланном из Петербурга письме не сообщается, где именно она должна содержаться в плену. «Я отправляю ее с Алхазовым в крепость Грозная. Однако нужно тщательно сторожить ее, чтобы не сбежала в Чечню. Я отправлю письмо высшему начальству с вопросами, как и где ее содержать, после чего будет ясно, что с ней делать с этим письмом», и приехал кумыкский князь Алхазов в крепость Грозный, сопровождая Таймасху. К родным ее не пускали. 6 марта 1843 года Фрейгат отправляет рапорт генерал-майору Траскину, в котором ставит его в известность, что отец Таймасхи и другие ее родственники живут рядом, в Гехи, этот аул недалеко от крепости. По-моему, этой женщине лучше было бы жить здесь, но ни одному человеку не удастся заставить ее тут оставаться, все время же ее охранять нет возможности. Она сбежит, как только представится удобный случай. На мой взгляд, надо подумать над тем, чтобы отправить ее к отцу в Гехи. Кроме того, она из именитого рода. Царь и царица проявили большую доброту к этой женщине. Нам полезнее отправить ее домой, чем держать здесь, в крепости. Пусть она расскажет людям о царской милости. Содержание ее в крепости она почитает за насилие к себе. Рапорт попал в Тифлис к командиру Кавказского корпуса, но он не согласился отпустить Таймасху. Отца и весь ее аул царская власть тогда не жаловала. Вскоре начальник левого фланга Фрейгат направляет в Тифлис прошение Таймасхи. В прошении говорится о том, что она бедный человек, и данную женой царя цепь ей не хотелось бы продавать кому попало, поэтому она желала бы вернуть ее.
и получить стоимость из казны. Среди кавказских начальников поднялся большой переполох. Нейдверт написал царю, что Таймасха обратилась к нему с такой просьбой. Император приказал подаренную царицей золотую цепь оставить у Таймасхи, выдать ей из казны 200 рублей. Пусть она говорит о нашей милости и привлекает к нам людей. Спустя некоторое время, Таймасхе разрешили вернуться к отцу в Гехи. 24 апреля 1845 года из штаба Кавказской линии в крепость пришел запрос о дальнейшей судьбе женщины. Ответ был таков: Таймасха Малава живет вместе с отцом в селе Гехи.